Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 20 мая 2021 года. Мы снова продолжаем выезжать в экспедиционные исследования по грантовому проекту Русского географического общества по составлению интерактивного атласа удмуртских деревень. Сегодня мы выехали в Сарапульский район. Сарапульский район довольно большой. Город Сарапул древний, купеческий, расположен на Каме. Будем подъезжать, посмотрим. Мы подъехали к городу Сарапулу, окрестности Сарапула. Но в город Сарапул мы заезжать не будем, поедем в сторону села Кекбаево. Мы приехали в одну из деревень Сарапульского района, и об этой деревне Афонина Бобрина нам расскажет местный краевед известный Шмыкова Светлана Афанасьевна. Я вам ее представляю, Светлана Афанасьевна. Вот об этой деревне нам расскажите, что здесь было. Афонина Бобровка, деревня, которая образовалась, я так считаю, поизучая документы, из поселения Старая Бобровка, которая находилась на горе. Мы чуть подальше подъедем туда потом. Она находилась на горе, Старая Бобровка. Она из самых старых деревень. Она была на родниках. А вот уже деревня Афонина Бобровка, Мемрина Бобровка, которую мы увидим позже, они, конечно, уже были на речке. Вот здесь бежит речка Малая Сарапулка. Место, где мы стоим на местности, тут находилась первая улица, здесь была школа, были администрация, контора, а следующая улица проходила вдоль речки, как бы приток вот этой Малой Сарапулки, на родниках, которая речка стояла. Деревня была очень большая, крупная, людей жило очень много, и самое интересное, может, местность играла роль, может быть, природа, прекрасная здесь просто природа с холмами, с лесом, с речкой. Но вот здесь у нас родились два летчика, оба красноперовых. Здесь фамилии была только Красноперова, большая часть, как бы жили жители. Русские или удмурты заселяли? Только русские. Только русские, да, здесь удмуртов не было. Здесь были в свое время удмурты, но вот потом русские заселили. И как бы вот получилось, что чисто русские деревни. Крестьяне здесь были государственные, не было помещиков. Дух был у них свободный, они любили сеять, жить хорошо и быстро. Дома были очень добротные, деревня была в принципе хорошая. Здесь даже были в свое время репрессированные, потому что люди жили здесь в принципе неплохо. Что еще можно рассказать? Здесь был магазин, школа своя начальная была, но не было ни кладбища, что говорит о том, что как бы вот деревня была одна из самых старых. Упоминание первое было в книгах уже где-то в 17 веке. Да, 17 начало 18 века. Вот по переписи в 1698 году уже была перепись, уже нормально, уже все здесь. Люди жили, уже большой дом, большие улицы были. Поэтому я так думаю, что если первые поселенцы появились от имени Афони, как бы, потому что Афонина Бобровка несла, то я считаю, что здесь уже люди более 100 лет до этого прожили. Вот вопрос, Светлана Афанасьевна, вот дорога вроде асфальтированная, почему деревня-то исчезла? Какие-то годы было? Это было вот как раз, когда организовывали очень большие совхозы. Совхоз Кекбаевский организовался в 1960 году. И, в принципе, после этого люди стали съезжаться в один совхоз, потому что здесь здесь работу стали сокращать. Просто брали и переводили все животноводческие фермы в совхоз Кекбаевский. После 60-х годов у нас был такой председатель совхоза Михаил Иванович Чухланцев. Был очень хороший руководитель, и он стал переманивать хороших доярок, там, работников, трактористов, высокими зарплатами. Он говорил: приезжайте к нам в Кекбаево, центральную усадьбу, зачем вам здесь жить? И дам вам квартиру, дом дам сразу. И, в принципе, люди стали
покупаться на это, потому что и здесь долго не было электричества. Дорога появилась, а электричества Книжку не было. посмотри, покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Исчезнувшие, но не забытые деревни. Это Сарапульский район. Да, да. Ну, как бы вот про эту именно конкретно деревню, Подлистайте. про Мымрино, ну, про Мымрино, вот это вот как раз здесь идет про Юрина Бобровка, вот Старая Бобровка, ну и, конечно, Афонина Бобровка у меня сам в конце уже идет, жители написали вот о себе вот такую книгу. Это были, конечно же, их желания. Вот как раз про семью летчика, одного из летчиков рассказывается. Он, правда, уже умер, но один еще Красноперов у нас жив. Здесь был такой Самоделкин, я о нем тоже написала. Он все, что хотите, он изобретал. Все делал. Даже сам изобрел собственный фотоаппарат из спичечного коробка и фотографировал. Мымрин такой Геннадий Васильевич у нас был. Он сделал, мальчишки захотели стать космонавтами, он сделал им такой пульт, чтобы это все крутилось, чтобы они проверяли на себе силу. И, в общем, вот из этого, может быть, и у нас появилось два хороших очень летчика, летающих, в принципе, на самолетах высокой такой. Спасибо, Светлана Афанасьевна. Очень интересный рассказ. Поедем в следующую деревню. А сейчас мы приехали в деревню, которая называлась Мымрино Бобровка. Она была одна из самых крупных деревень, из всех деревень, которые мы сегодня с вами посетили. Значит, Старая Бобровка было меньше домов, Афонина Бобровка еще тоже было не средняя. Юрина Бобровка, она распалась, одна из самых первых деревень, как и Старая Бобровка. А это была деревня самая крупная. Здесь находился медпункт, школа, магазин. Здесь были построены, где мы сейчас находимся, даже целая улица особняков, уже двухквартирных. Как бы деревня собиралась жить дальше. Она распалась самой последней деревней, какие деревни только вот тут у нас в округе существовали. В 1984-1985 году здесь еще стоял один дом, и здесь жили люди, и как бы здесь был гурт, где пасли коров. Росли здесь хорошие просто телки, коровы хорошие росли, поэтому до последнего жители не хотели отсюда уезжать. Что еще хотелось сказать? Деревня находится на речке, также и Малая Сарапулка, но здесь очень хорошие родники. Вот последний, как бы сын учителя Леонид Дмитриевич Килин сдавал воду и сказали, что вода очень целебная, много минералов, много солей, полезных для нашего организма, поэтому он приглашает сюда приезжать, отдыхать места. Где-то здесь родник, да? Очень хорошее, да, сейчас я покажу. Там место такое интересное, спускаться. Здесь даже до одного времени рыбачили. Речка была намного крупнее, здесь делали запруду и рыбачили, ездили. А школа здесь была? Да, 4-летняя школа большая была, 4 класса учили 4 года. И все из ближайших деревень, Юрина Бобровка, Афонина Бобровка, ну, Старая Бобровка уже почти не ходили, учились именно здесь дети. Каждую зиму они ходили 3-4 километра, вот, до Мымрина и обратно. Как жители вспоминают, придем, печку истопят заранее. Сначала нас посадят на печку, лапти отогреем, или что где-то было, люди жили бедно, тогда не было так много одежды. Отогреются сначала, а потом только идут учиться. Да, видно, тоже недавно исчезли. Вот изгородь еще есть. Да, некоторые и фундаменты постройки остались. существуют, да. И тоже в каких годах? Тоже в 60-х годах начала деревня исчезать, Нет, да? она, именно говорю, она начала исчезать в 80-х годах. Еще я в 80-х. 84-м, 85-м здесь еще целый дом стоял. И мы когда приезжали с ребятишками, здесь очень часто школьники приходили в походы. Здесь еще дома даже стояли, вот эти особняки. Каменные они были, Совсем недавно, из да, кирпича, естественно. да. Ну, деревня была очень красивая, и жители жалеют просто до сих пор, рассказывают со слезами на глазах, как они Жалко. уезжали из этой. А здесь очень богатая земля, здесь очень хорошие урожаи, земля богатая, ягод очень много, здесь вода рядышком, за грибами вот жители ездят туда, вот в леса, вот за рыжиками. В принципе, здесь
место. Ну вот единственное, что далеко от центральной дороги. Может, из-за этого сейчас это вот так. Понятно. Спасибо. Слава Да. Обустроили так был. Пытались здесь, Да, да. пытались здесь обустроить, а потом почему-то это самое стали ездить эти молодежь, а нашим не понравилось. Они делают дорожку, ничего не сделали, видимо, еще рано, побоялись. Они всегда делают тропинку, и лопатами делают эти. Не пустите тихонько, ну, я умею спускаться. У нас а вон специально. Ездили в Мемрино, пили чай с самоварами, писал он в свое время, один из купцов. Ну вот видите, тут заелено, вот я говорю сейчас, а мальчишки еще не приезжали, они каждый год приезжают, чистят здесь. У нас мужчины специально перед Троицей. Мы подъехали к тому месту, где идет спуск к речке. Если мы перейдем, раньше там был мост, перейдем речку, там будет Мемрино Бобровка, сама старая деревня, часть, где находился основной костяк деревни, большое поле вот за этими кустиками. А если мы посмотрим за буквально 1,5 километра по берегу, если продвигаться, там находится деревня Юрина Бобровка. Жители рассказали такую историю, что во многих домах после гражданской революции жители прятали оружие. И что мальчишки находили даже пулемет в домах были спрятаны. Значит, говорит о чем, что или там проходили все-таки какие-то бои около Юрина Бобровки, или просто сами по себе жители откуда-то набрали это оружие. Ну, оно было спрятано, оно было уже ржавое, но был такой факт, что вот в домах находили вот такие вот винтовки. Также, что интересно, в Юрино Бобровке жила Красноперова Варвара Степановна, которая многие, начиная с начала войны и заканчивая уже послевоенным временем, была председателем сельского совета. Женщина была очень такая активная, много сделала для деревень. Ее дочь до сих пор жива, в памяти она хранит почти всех жителей Юрина Бобровка, может рассказать, кто где жил, может рассказать о многих жителях, которые жили в Мемрино Бобровке. И сама она жила, переселилась с семьей, вот здесь в особняке они жили как раз в Мемрино Бобровке, когда перебрались в Кикбаево. Что интересно, что вот эти деревни, они находятся на таких благодатных, хороших, богатых землях. Здесь всегда был хороший и стабильный урожай. Здесь всегда было очень много ягод, грибов. Ну вот жители уехали. Ну, а скорее всего, на речке Малой Сарапулке жили бобры, поэтому Бобровка назвали, да? Я тоже так же предполагаю, что здесь вообще очень много было живности. Мы до сих пор спорим. Я говорю, что здесь речка была очень богатая, потому что она была даже, как бы на ней плавали лодки. И здесь очень много было живности. Бобры, находили мы когда-то в свое время еще в словарях, что это назывались вообще живность бобры. Не только одни бобры, а что вот и норки, и внутри. Все это называли бобрами, да? бобрами в деревности называли, белки. Что вот в принципе вот первые жители, поселенцы, они охотились. И вы сами были сегодня очевидцами, здесь очень много родников. Земля вся благодатствует такими родниками. Ну и попробуем на вкус Пробуйте, родниковую воду вашу, попробуйте. мемринскую. Понравится, будете приезжать, отдыхать, Приезжать за отдохнуть, водой, да. есть где. Места очень благодатные.